Так, мы в эфире. В эфире. Ассаламу алейкум, друзья. Я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Чеченская эпоха. Глобальные течения и национальная идентичность». Сегодня 13 апреля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube. И сейчас к нам должен подсоединиться сопредседатель Президиума правительства Аят Эдигов. Сегодняшний наш стрим на русском языке на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Чеченской Республики Ичкерия. У нас возникли проблемы, мы с Аятом сейчас были на другом стриме и не смогли никак включиться, вынужден был переподключиться. Сейчас будем ждать Аяда. Возникают проблемы совсем с интернетом, с Ютубом, с Телеграмом, где тоже сейчас у нас идет прямая трансляция. Только что мы включили. Сейчас я тут немножко оформлю, пока Аят подключается. Так что, друзья, если у вас все в порядке, вам никто не мешает проводить стримы, если вы набираете 1 миллион подписчиков, и никаких у вас проблем не возникает, вас не объявляют иноагентом, вас не запрещают на территории фашистской России, то вы что-то делаете не так, друзья. Что вы что-то делаете не так, или вы с ними заодно. Или вы с ними заодно. Другого объяснения этому нет. Так. Всех мы оставляем, да? Пока я вас, хейтеры и тролли, я вас не буду особо терроризировать. Алейксалам, Дометиев, давно вас не было, витаю вас. Слава Ичкерии, все будет, слава Украине, все будет Ичкерии. Героям слава. Героям слава. Дуже дякую, друг. Дуже дякую. Так. Все, в принципе, все здесь сделано. Ждем Аяда, потому что мы были на другом стриме, и мы не смогли с ним подключиться, оба вышли, и сейчас его ждем. Да, ну, сейчас давайте попробуем еще раз отправить. А вот Аят. Ассаламу алейкум, Аят. Алейкум. Добрый вечер всех. Я уже анонс сделал, Аят. Можно уже приступать. Сегодняшний наш стрим называется «Чеченская эпоха. Глобальное течение и национальная идентичность». 13 апреля 2024 года. Аят, мы рады вам. Я тоже рад вас всех встретить. Приветствую всех, кто пришел на наш стрим. Сегодня продолжим наши разговоры о том, что происходит сейчас в этом мире и что будет в перспективе. Конечно, мы будем здесь в этом клубке мировом искать то место, которое может занять Чеченская Республика Ичкерия, которая сегодня оккупирована. Что нам нужно делать и как быть. И потому что возникает много вопросов, кругом идет вот такая пропаганда против нашего государства, против наших лидеров, которые создавали основу нашего государства, принимали разные правовые документы. И, естественно, про то, как это может повлиять на будущее нашего народа и страны, то, что сейчас вот происходит в войне, которую развязала Россия против Украины, и о той помощи, которую сегодня оказывает Запад, и какую помощь необходимо оказывать Украине, имеется в виду Запад и европейские страны,
и Америка, и другие страны. И в этом вопросе есть какая-то заминка, о котором мы все вот думаем, вот-вот что-то должно случиться, вот это не происходит, и почему это все. И когда начинаешь вот все это изучать, и смотреть, и слушать политиков и людей, которые сегодня от власти в разных странах, то мы видим разнобой какой-то вот не совсем определенный. Видим разнобой и даже в самой власти Украины. Видим этот же разнобой и в самой этой России, потому что там тоже какие-то движения пошли, какие-то там либеральные ценности защищая, ставят вопросы конкретные. Одни ставят вот конкретно, мы будем действовать вот таким образом, и развалим Россию, и все решим. С другой стороны, мы должны думать и о том, почему же она не развалится, когда мы думали, что она развалится еще в начале 22 года, когда напали, потому что они были неправы. Потому что Америка и Запад помогали Украине. Потому что наши люди тоже, которые там были, они участвовали в этой войне, пусть это было не такая большая сила, но в морально-психологическом плане, в военном плане они пытались тоже поддержать эту линию, которая необходима остальному, скажем, демократическому миру, свободному миру, чтобы они могли действительно действовать таким образом, чтобы сломить хребет этой империи, которая пытается восстановить вновь Советский Союз, и чтобы было там не два и не один, а и сама Россия, чтобы была главенствующей страной. То есть эти цели нам известны. И вокруг этого крутятся вот большие вот такие вот э, политики, и странно, вот казалось, почему Китай так молчит, почему он поддерживает, в целом поддерживает Россию, хотя имеет очень большие экономические и там политические связи, скажем, с Америкой. Если Америка оборвет эти все связи, то этот рост экономический, который наблюдается в последние годы, может сорваться у Китая. Почему Индия так вот так себя пассивно ведет? Почему вот другие страны арабские так неоднозначно себя ведут? Вот эти вопросы, мы должны их заключить в какие-то форматы. Какие форматы есть сегодня и на что должны ориентироваться мы, скажем, Чеченская республика, Ичкерия и те другие страны, которые оккупированы этой имперской Россией. Я имею в виду Грузию, ну, Украину, само собой, часть ее, Молдову, Белоруссию. Что делать? Этот вопрос всегда стоит перед нами, и мы думаем, и как бы, значит, его решить. Кто эти вопросы может решить и кто это решает. И когда вот послушаешь одну сторону, которая говорит о том, что вот-вот решится вопрос о выделении, значит, Украине такой-то там 60, 80, 100 миллиардов долларов для того, чтобы они могли сейчас ударить по агрессору, то это не решается. Потом мы видим, почему это не решается. Потому что якобы вот там идет какое-то вот движение, выборы вот в ноябре будут. Ну что, эти выборы должны как-то повлиять? Разве от этих выборов должна зависеть судьба вообще в целом всей системы демократической власти в мире? Как к этому относиться? А другие говорят, что действительно эти демократы, о которых мы говорим, к которым мы относим себя, что они не способны на что, они не могут ничего решить, они не могут, значит, принять какое-то решение быстрое, которое может... Они спорят между собой, потом им дадут, извините меня, по шапке, потом они объединятся. Что только не говорят в этом деле. Но мы должны понимать, что действительно, я хочу сказать на примере нашего вот, сопротивления, когда Россия нас нападала на нас, 5 агрессий было, как вы знаете. И в этих 5 агрессиях, когда
а Россия напала на нас еще в 91 году. С тех пор каждый раз, как только Россия нападала на нас, мы передавали, значит, власть действующему президенту. Значит, власть была передана в такой форме. То есть он имел право применить любые средства защиты, материальные ресурсы, он имел право, значит, организовывать любые виды, скажем, значит, организаций, военные и другие, но ему было запрещено только два момента. Первое, ему было запрещено то, что принадлежит народу, это законотворчество, он не имел права делать, и второе, он не имел права, значит, подписывать акт о капитуляции, потому что ему это право никто не давал, ни по Конституции, народ свои права передавал просто на временное пользование тех, кого он избирал. Вот из этого, исходя из этого, почему вот кажется, так не происходит, скажем, в Америке, почему в других странах не происходит? Видимо, там более, значит, обширное такое отношение к и более пестрые, значит, политические эти движения. Из-за этого и вот это вот молчание, и вот это вот убийство украинцев и людей, женщин, детей, ну, все виды насилия они применяют против украинского народа. А эти вот страны, которые могли бы этот вопрос решить, опасаются чего? Чего они опасаются? Одни говорят, что... Вот я просто говорю сейчас такие варианты, которые я знаю. Одни говорят, что вот если, допустим, мы сейчас вот дадим возможность Украине победить Россию, и она ослабнет, сильно ослабнет, развалить ее невозможно, потому что у нее атомное оружие. И тогда она полностью станет на стороне Китая, с которым мы обязательно должны столкнуться, так они говорят, неизбежно в перспективе война. И мы не можем этого сукина сына, как они говорят, там некоторые политики, отдать ему, потому что здесь нужно, мол, заключить вот такие ходы. Представляете себе, что ходы такие. Тогда Украине можно дать сказать, ты подожди, Украина, или еще что-нибудь. Вот такие намеки идут, с одной стороны. С другой стороны, говорят, что этот вопрос может решить только Трамп, который может прийти. Другие говорят, он хороший был, он там не давал во время его президентства, никто не нападал на Украину, а когда демократы были, нападали. То есть вокруг вот этого всего это вертится. А третьи говорят, что если даже мы сейчас дадим все вооружение Украине, и она не сможет победить все равно Россию, говорят. Почему нет? Для того, чтобы ее победить, необходимо ввести западные вооружения, то есть войска. Не просто каких-то добровольцев, значит, настоящие военные формирования и те функции, которые они, например, через их Министерство обороны в целом. Только так можно победить. То есть получается, что это Россия, которая настолько, вот мы убеждены, что ее там вот сейчас заломит, что она, эта империя рухнет. Получается со стороны одних, что мы, оказывается, не можем ее победить. Вот такие вот разночтения идут вот в этом направлении. Поэтому мы должны, вот я почему и раньше говорил, вопрос о том, что развалится Россия или нет, это вопрос международной сообщества, международного сообщества, я имею в виду Запада и других стран, которые не хотят под него, под Кремль ложиться. И здесь я вот в своих высказываниях всегда говорил, что развал Советского Союза, то есть России нынешней, это вопрос еще не решен. Это только шкура неубитого медведя делить. Когда они говорят, вот мы там сейчас возьмем, значит, все мы ее развалим, и некоторые страны там республики будут воссозданы. И я, например, не вижу никого, кто бы там активно в этом вопросе был бы настолько значит, активен или обоснованно, чтобы он мог это сделать. То есть какой-то лидер, чтобы появился там или нет. Есть толковые, хорошие люди, но пока что это не видно. То есть это находится под управлением
тех же этих либеральных деятелей, которые говорят, что надо сохранить Россию. Они организовывают на Западе разные мероприятия, конференции, там разные. Они, значит, среди них находятся люди, которые мы точно знаем, что это люди работают на Кремль. Они работали на Кремль и тогда, когда мы воевали против этой России, война еще не окончена наша с ними. Мы должны освободить свою территорию. То есть вот такая вот, ну, скажем, грубо, вот это вот такая каша. Вот. И что здесь делать? Вот я не буду дальше продолжать. Я хочу, чтобы мы этот вопрос, вот я предлагаю, построили так здесь. Вопросы и ответы, вопрос-ответы, а не, значит, дискуссии, не дискуссии делать. Если сейчас будут вопросы, мы на вопросы будем отвечать. Если Алла здесь, я прошу ее тоже подключить, отвечать на вопросы. Так, мы от имени Президиума правительства Чеченской Республики будем говорить свою точку зрения по той или иной, значит, задаче или по той или иной, в общем, теме, которую вы зададите. Пожалуйста, вот мое такое предложение. Аслан. Баркал, пока Аллы Дудаевой нету еще в Телеграме, она еще не подключилась к нашей беседе. А если есть комментарии или вопросы, друзья, задавайте вопросы, я их зачитаю, если вы напишите их в чате, в YouTube, либо если вы зайдете в Телеграм-канал, ссылка та же, Президиуму правительства, и там можете непосредственно сами задать вопрос Аяду. Сейчас такая новость прошла, тоже хотел тебя спросить, пока кто-то еще не задал вопрос, я хотел задать тоже свой вопрос. Сейчас вооруженные силы ФСБ, так называемые ЧВК «Вагнер», объединились другой частью, соединились, скажем так, по-военному, с ЧВК «Кадыров», объединились в Чеченской Республике. Некоторые комментаторы уже назвали это усилением режима российского в Чечении для того, в случае возможных волнений в Чеченской Республике Ичкерия. Либо мы знаем, что на Украине есть люди, которые говорят, что там они пойдут в Чечню, там на Кавказ пойдут, мы сейчас придем. Как ты думаешь, с чем это связано? Они нам готовят геноцид, выселение, репрессии, или они усиливаются, потому что боятся, что могут со стороны или может быть другой вариант, они могут, там ведь у них террористическая база, где они обучают всех вот этих своих террористов, полигон у них устроенный. Может быть, Вагнер это уже такая марка, имя, и под вот этот Вагнер, раз может под Ахмат не идут люди, и будут под Вагнер якобы завлекать их для того, чтобы обучать и отправлять в Украину. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, это объединения они могут делать какие угодно, так? Объединения, которые будут, скажем, с марионетками вагнерцев, совершенно понятно, что это единое подчинение у Путина команды. Если они не будут подчиняться, судьбу Пригожина мы видели. Здесь однозначно. Другое дело, что они под разными предлогами, что якобы сейчас вот Кавказ подымется, Северный Кавказ имеется в виду. Только я не знаю, кто там подымется и кто там готов к этому. Разве был какой-нибудь опрос, или разве мы видим какие-нибудь движения? Разве мы видели это, когда мы столько лет, почти 10-15 лет воюем с ними, так? Воевали, побеждали, чтобы кто-то нас поддерживал. Исключительно короткие время, какие-то вот люди из разных приходили республик, а в основном всех национальностей людей, которые были, скажем, в Российской Федерации России, их направляли их в действующую армию, они убивали и мучили наш народ. Это мы знаем. И они сейчас находятся там же, сейчас находятся там и продолжают это делать. Объединение, я не слышал, правда, эту информацию сейчас, но надо посмотреть. Объединение, то есть ЧВК Вагнер и Кадыров, то есть они хотят, видимо, какое-то там движение создать,
которая пойдет, будет в Украине воевать. Видимо, так. Но это связано с тем, чтобы какой-то там придать дух, если им удастся. И это связано еще с тем, что здесь на Западе вот эти вот все деятели, которые хотят сохранить эту Россию, якобы, да, и что она, мол, разваливается, и здесь они кричат, что вот ее надо развалить, и уже они определили, какая где республика освободится и какую там конституцию им сделать, это сделать. И наши деятели там в лице Закаев тоже почему-то пошли туда подписывать документ по развалу России. Да, мы не против, чтобы эта империя рухнула. Но вопрос в том, что здесь мы не видим, что никаких движений со стороны российского, русского народа, которые бы поднялись бы и стали против этой власти воевать. Наоборот, они сейчас, когда голосовали за президента, ну, сколько там могли забросить какое-то количество, там, скажем, голосов. Но подавляющее большинство снова за Путина. И даже встретите на какой-то улице любого человека, спросите, что ты думаешь? Надо, Путин прав и всего. Там вот такое настроение. При таком настроении никакая там республика не поднимется, никакие там движения пока не будет. То есть сейчас еще не создано это условие, хотя там они говорят, и Путин говорит, вот они хотят нас раздробить, чтобы между нами кровь лилась. И вот под это, скажем, под эту идею, вот то, что Путин говорит, они объединяют, собственно говоря, и кадыровцев, и ЧВК «Вагнер». Возможно, так? Я так думаю. И они могут завтра объединить и другие. А где же российская армия? Это уже не армейские соединения, получается, отдельно. Они же от ЧВК «Вагнера» как будто бы отказались, потому что это не армейское подразделение, а ну, люди, которые вышли из тюрем и здесь воевали, большинство, по крайней мере. Ну вот, мне так кажется, это все. Баркалаят. К нам Алла, Муса присоединились. Алла, если есть что сказать, есть. Ну, Алла, в принципе, наверное, не слышала первую часть нашего диалога. Ну, если есть другие вопросы, давай другие. Мы строим эти, как я предложил, давайте вопрос-ответ, вопрос-ответ, потому что это не дискуссия сейчас. Нам нужны вопросы. Если такой вопрос есть, наше мнение интересно, мы будем. Если какой-то интересный мысль скажет, но в виде вопроса, давайте, пожалуйста. Давай. То есть вопросы? Есть? Пока вопросов нет. Друзья, если есть, пишите вопросы. И комментарии ваши я зачитаю. Можете писать. У нас телеграм-канал включился, да? Да, телеграмме наши все старые, все наши собрались в телеграме. И сейчас 358 человек нас смотрят в YouTube. Наш канал снова подвергся атаке, и снова нас занесли в серый бан. 1,5 месяца мы немножко почувствовали свободу, и все. Американский YouTube нас вернул в российское вот это серый бан. Так, кто хочет сказать? Никто не говорит. Так, Иса, пожалуйста, Ойстор. Шоу хилявиста. Валейкум ассалам. Машвой. Тут помнишь, ты сказала, иногда преамбула больше, чем статья. Да. Вот сейчас получается то, что мы сейчас говорим, мы касаемся этой темы и отталкиваемся от нее. В общем, правильно все понимаем, говорим, не предлагаем то, что может быть интересным, может быть, для законодательства ООН, грубо говоря. Я просто несколько предложений подготовил специально.
чтобы сказать то, что мы сейчас говорим, то, что происходит в Украине, Ичкерии, это все может быть под одной конкретной темой. Вот сегодня апрель, 24 год. После 8 безнаказанных преступлений против человечества, совершенных Сталинским СССР и Гитлеровской Германией, в СССР и Восточной Европе, Путинская Российская Федерация объявила себя наследницей Сталинского СССР, не ответив ООН за преступления своего предшественника. Сегодня апрель 24 года. Путинская Российская Федерация совершает очередное преступление против человечества номер 9 Чеченской Республики Ичкерия и повторяет преступление человечества номер 3 в Украине. Он ждет обоснования от преступников на Нюрнбергском процессе номер 2 с приговором «да», «нет». После преступления против человечества, совершенного нацистской Германии и гитлеровской коалиции против евреев Израиля, Суверенитет Израиля был признан ООН без расшифровки термина «преступление против человечества». Что это значит? Резолюции ООН, решения ООН не работают без расшифровки преступления против человечества. Режим ядерных диктаторов ненаказуемы за преступления против человечества, совершенные государством-оккупантом СССР, Российской Федерации, РСФСР, против оккупированных государств, Черногорской ССР, Республики Ичкерия, Украины, в силу их исключительной неприкосновенности и неприкасаемости. Причина отсутствия в ООН расшифровки преступления против человечества. До тех пор, пока ООН не примет конкретную формировку преступления против человечества, он не может быть гарантом безопасности человечества. И только мы сейчас здесь, говоря о чем-либо, не просто предлагаем, мы пытаемся человечеству хотя бы напомнить, что это люди, а не звери. Может быть, хватит все-таки убивать, а? Ведь мы же на грани ядерной войны, потому что люди, которые доверили свое оружие этим диктаторам, они же нас подвели под то, что сегодня ООН решает вопросы не те, которые нам нужны, а те, которые нужны диктаторам. Спасибо. У тебя есть, извини, Аслан. Айса, у тебя есть предложение или у тебя вопрос? У меня ответ. Комментарий. Ответ к чему? Ответ то, что мы сейчас просто... Ну, я скажу два слова, если... Нет расшифровки и нет резолюции, которая будет сказана, решение. По нашему вопросу, по вопросу Украины, по вопросу всех народов, которые оккупированы. Ну, смотри, когда мы рассуждаем здесь, да, Аслан, ты извини, когда мы рассуждаем об этом, да, вот говорим, вот то-то, 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 что было тогда, там 80 лет назад, да, война, Вторая мировая война. Ну, хорошо, теперь столько времени прошло, сейчас вот другие вот времена. И как вот сейчас мы можем решить этот вопрос? Я как раз и говорю о том, что мы должны вот думать, что мы можем до этого сделать. Что мы можем? Вот ты делаешь там этот проект закон уже сколько лет там ты занимаешься. Но этот закон, мы его напечатали, он у нас там есть, и ты можешь его еще этот проект там изменять, добавлять всего лишь, так? А чтобы его вынести туда наверх, и чтобы его рассматривали, это же будут рассматривать эти граждане или эти страны, их представители в ООН. И если они будут там рассматривать его там, то вот этот Совет Безопасности, их 5 стран, да, одна из стран может заблокировать вето, право вето, и не будет. Вот какая ситуация. Вот мы просто должны видеть же, что будет и что происходит. Ну вот примерно такая ситуация в мире. И я и в этой ситуации говорю, вот мы видим, мы должны хорошо разбираться, что происходит в мире, так? Какие события идут, кто и что, но о чем идет сегодня война. Война, оказывается, вот насколько один там выразился политик, война, которая идет сегодня в Украине, она идет с целью того, чтобы так она идет, так она вот развивается, эта война, чтобы в конечном итоге
можно было победить Китай. Понимаешь? Не столько, чтобы Украина победила. Они не хотят, чтобы победил, чтобы Путин проиграл, к примеру, да? И это говорит о том, что они не выдают, скажем, обещанное, не выдают вовремя там оружие, деньги, там вроде бы дают, все, ничего не скажут, что это, да? А сколько необходимо, не могут решить. То Конгресс не пропускает, то какой-нибудь Джонсон там, спикер, не пропускает, то другое. Вот так стоит дело. А мы думаем, что вот эта война, которая идет, это уже как бы начало того, что вот может столкнуться вот эти две державы, о которых мы говорим. И Запад думает о том, что если это будет, с учетом этого, чтобы полностью Россия со своим атомным оружием как бы не переместилась в сторону Китая. Они об этом думают. Вот говорят такие известные политики, которых я слушал, собственно говоря. Это разные точки зрения, но это есть. Вот, Айса, о чем так? Мы говорим, что это так и так, а как нам сейчас сделать так, чтобы... Что мы можем сделать? Мы должны вот сюда, когда мы даже здесь вот занимаемся этим вопросом, многие наши люди не могут даже вопрос задать, не хотят или не могут задать, не хотят вопрос. Наши люди сегодня, мы думаем, почему вот в Украине там много разных вот деятелей, которые мы считаем не должны там находиться, потому что они были против нашего государства, делали от начала до конца такие некоторые деятели, не все. Большинство наших людей, которые это искренние люди, которые пытаются воевать, но кто там над ними пытается главенствовать, это люди, которым мы считаем, им нельзя доверять, и они всегда работали на Кремль. Мы об этом им говорим, а они на это как-то не реагируют. В чем же дело, мы задаемся вопросом. И вот здесь вот происходит, что, оказывается, надо планку брать выше, даже не Украину, так, а надо еще выше смотреть, что это такое. То есть идет как бы противостояние двух систем во главе, значит, с Америкой, это, значит, демократические государства, я говорю, а во главе с Китаем эти вот диктаторские. И вот здесь, значит, и здесь на низах вот как бы идет война сейчас в Украине. Вот о чем идет речь. И они не хотят, может быть, отдавать столько вооружений, столько денег. Им важно еще здесь стратегически, чтобы не получился, допустим, этот не перекочевал туда, и чтобы потом не было тяжело. Понимаешь, вот такая как бы ситуация. Одни говорят, что пусть они между собой передерутся, Россия и Украина, они ослабнут, потом их возьмем. А есть и другая точка зрения, о которой я говорю. И сейчас вот они сидят в ООН, в Совете Безопасности, везде они сидят до сих пор. Вот над этим мы рассуждаем, и в этом, скажем, ключе, в этом, скажем, мироздании, которое есть сегодня, мы должны думать о том, мы, как я говорю, граждане Чеченской Республики, президиум, какое положение у нас и как с этим нам к этому относиться. Когда там одни говорят, должны мы Конфедерацию народов Кавказа сделать, другие говорят там Горскую республику, третьи говорят там Эмират. Да это все, как получается, из области фантазии. Мы можем только говорить о том сейчас, и это очевидно, только говорить о том, что мы должны при этом всем разборе восстановить, освободить территорию нашей республики, восстановить нашу власть, которая была избрана нашим народом. Это просто такая вот расстановка. Это мое мнение. Конечно, вы можете критиковать, можете не согласиться с этим. Я свое мнение говорю здесь. И все. Баркалша. Аят, здесь как раз по этой теме, которую сейчас ты затрагивал, Ливан Кочарава задает вопрос. Ливан, я вас приветствую. Может такое, вопрос вам задать, просит уважаемому Аяду, задайте вопрос. Может такое, что Америка не хочет разгромить Россию как империю, а хочет всего лишь полностью контролировать эту империю, сделать подконтрольной. Может быть такое, Аяд, или нет?
Но это очевидно, что они этого хотят. Если бы они хотели ее разгромить, то вопрос стоял бы острый, и они могли бы, значит, сейчас дать возможность Украине победить, так? И они хотят контролировать Россию. Но они видят, что вот Путин сегодня управляет этой Россией. Если какой-то другой там сядет, какой-то деятель другой, то он будет очень слаб, а этот у них там, вот эти вот голосования, вот так, он может управлять, он там систему власти построил, все республики, все его, везде он может любую власть сменить, и поэтому они считают, с ним считаются. Вот представьте себе, когда вот были вот выборы президента, да, его избрали вот президента, этого Путина. Многие страны, там и западные страны, все заявили, что эти выборы незаконные, они не соответствуют нормам международного права и все такое. Осудили, не признали. А что сделала Америка? Америка сказала, что мы знаем, что эти выборы незаконные, то есть незаконно не сказать, не демократические, но мы будем работать с Путиным. В любом случае, потому что он у власти. Вот здесь начинаешь задуматься тоже. С одной стороны, это так, с другой стороны, они это говорят. Чего они хотят? Значит, они хотят использовать Путина, потому что он должен, в общем, западные ценности поддержать. Конечно, может быть, здесь нет сомнений в том, что Америка желает и желала еще тогда ранее, еще в 90-м году, в 91-м, чтобы эта империя и эта Россия подчинялась просто им. Я еще помню, когда я был там в Америке, в Конгрессе, там отсучался, и там они говорили, когда мы поднимали вопрос о том, что вот нас вот так вот убивают, у нас оружия нет, еще такое, они говорят, не переживайте, скоро Россия станет демократической. То есть они имели в виду, что Россия скоро будет под их влиянием. А она не попала под их влияние, хотя мы говорили им, не будет так. Разумеется, что они этого бы, если бы это у них было бы достигнуто, то, что вы говорите, так, то это было бы хорошо. Но они соглашаются даже с тем, что Россия будет их союзником, если в войне с Китаем. И они думают, что это... Ну, это мнение разных таких политических деятелей, которые они делают анализ. Вот. Они даже согласны с тем, и поэтому победа полная, значит, Украины над Россией их не устраивает, говорят они. И похоже, что они не дают им оружие такое, они не могут, значит, бомбить территорию, скажем, их оружием, не могут бомбить России и все такое. Это говорит, но это же признаки, которые говорят о чем-то. Я согласен с тем, что мы не знаем, вот мы, которые рассуждаем, мы не знаем всего. Информация у нас не полная. Может быть другое, но, по крайней мере, по тем признакам, которые есть, мы видим, что ситуация вот такая вот. И поэтому мы можем, имея это, говорить, что да, но в то же время они, вот если не дают победить Украине полностью, да, значит, у них есть какой-то внутренний договор, что они не дадут России потерять, чтобы Путин потерял лицо. Представляете? Но эти заявления мы слышали много раз, и сейчас неизвестно, как это все будет развиваться. Так я думаю. Тогда, если они Путина хотят оставить, зачем тогда в Международный уголовный розыск они его подают? Его, Патрушева, там несколько тысяч человек. Это они это подают для того, чтобы как-то, значит, его взять под свое крыло, чтобы они там прогнулись в этом вопросе как частные лица в конечном итоге, чтобы их там где-то им ограничить их. А в целом, если они говорят, что Путин – это человек, которого избрал народ, и мы будем с ним работать, если они заявляют, так? Ведь если можно было... Да, вот эти, они же, там выступил из-за пресс от Байдена, я сейчас не помню, как его зовут, он заявил, что вот то, что я сказал, что
Вот мы знаем, что выборы, прошедшие в России, не демократические, но Путина избрали, и поэтому мы будем с ним иметь отношения. А что это означает? Это ни туда, ни сюда, в общем, разбирайся с этим. Примерно вот такое. Да. И они идут, Печально. сейчас же они ведут какие-то переговоры подковерные. Ты ж слышал, мы ж слышим, что вроде бы надо сейчас задачу посадить Зеленского и этого Путина за стол переговоров. Вот над этим работают они сейчас. Но как можно посадить за стол переговоров, когда что и как, на что пойдет? Разве Путин уступит? Но Путин уступит, если он окажется в ситуации, которая будет для него очень невыгодна. Вот они вот эти моменты ищут. И не хотят, по-моему, перелить стакан, чтобы тот, как говорится, не разорвал рубашку и не побежал в Китай совсем. Мне так кажется. Самое интересное было позавчера, по-моему, Ллойд Остин, министр обороны Да, Соединенных Штатов Америки, сказал, что наносить удары по НПЗ не надо. Даже не американскими дронами, а по НПЗ украинцам не надо в это время, у них там выборы сейчас. И литовский политик Ландсбергис, внук Витаутаса Ландсбергиса, сказал, что во Вторую мировую войну со спокойной душой бомбили немецкие нефтяные вышки, нефтяные там хранилища, и никто не высказывал вопросов по поводу, что поднимется цена там на нефть и так далее, и так далее. Поэтому да, это, конечно, очень интересно. да, да. Как они могут так говорить? Не надо. Да, надо, это было Ну, делать в 2 общем, года здесь назад надо было. мы должны вот быть для того, чтобы мы рассуждаем свое, мы можем ошибаться, но, по крайней мере, исходя из вот этих вот признаков, которые вот мы видим с одной стороны так, с другой стороны так, вот это вот здесь происходит что-то такое, которое мы видим где-то к чему-то большему они готовятся. Конечно, не к объединению России и Америки как единую страну, потому что они по своему признаку разные. Это как бы империя, а это. Но они хотят на каком-то военном таком столкновении иметь. Вот они борются как бы сейчас за то, на какой стороне будет Россия в этой глобальной мировой войне. Я так понимаю. И вот здесь какой мы, вот чеченцы, наша республика и наши люди, о чем мы должны думать, как мы должны рассуждать. Вот это вот глобальная вот эта ситуация, которая складывается, мы же должны понимать, что это такое и куда они хотят вот это все. И насколько они, допустим, будут считаться с теми республиками, которые находятся в составе России, о их независимости, о их создании. И вот это то, что вот эти либералы занимают, все это вода, которую, чтобы отвести внимание от основного вопроса. А нам, вот мы только можем сейчас рассуждать не какие-то там нововведения вводить, как некоторые наши деятели, пытается там то, а говорит только о том, что находится строго в наших руках. Это то, что мы создали свое государство, оно оккупировано, оно создано законно, оно является нашим по праву. Это территория, и мы создали свое демократическое государство, и мы хотим его восстановить. Что для этого мы должны делать? Мы должны, во-первых, рассуждать глобально и видеть локально, где наше место, и как мы можем этой глобальной ситуацией строиться сами, чтобы сохранить себя. Я так думаю. Вот так. Да, интересно, конечно. Кто-нибудь хочет добавить в телеграм-канале, кто, если хочет сказать, или же пишите комментарии. Аслан, Муса, Машур. Маш, этот, Америка тянет всю резину для Украины, в общем. Но в 41 или 42 году, когда конвой уничтожали немцы, и
подводные лодки до Нюрнберга близкого, в общем, ночью подошли, и под утро, в общем, они два этих парохода, не парохода, кораблей, в общем, уничтожили и уплыли обратно, немецкие подводные лодки. Украине надо было запомнить вот это. После этого они, в общем, американцы второй фронт открыли и так далее, в общем, был такой. Вот надо как-то намекнуть украинцев, чтобы американцы, в общем, вспомнили. А вот Берингу пролив 40 километров всего. Я там служил. Америка, в общем, там хорошая погода, уж можно биноклем рассмотреть Аляску и так далее. И у России также есть подводные лодки, в общем, целая дивизия там есть в Владивостоке. И уж тоже могут, уж кто его знает, войти и уничтожить, уж такой возможный вариант. Так что Украину просто намекнуть надо. Вспомнить. Пускай вспоминают американцы. Ясно, Баркал, Муса. Баркал. Я просто информацию. Да, Баркал, это важно знать. Так, Мавидину, алейкум, всех, кто вновь вошел, друзья, всех я вас приветствую. А если есть вопросы, задавайте Аяду и Дигову вопросы или комментируйте. Я могу добавить. Да, Алла Дудаева, здравствуйте. Пожалуйста, Дирик Дуайла. Сюдикёра. Да, друзья. Я хочу добавить немного тому, что сказал Осман, а потом тому, что Ахьят Дига сказал. Ну, насчет Берингового пролива. Моя юность прошла мыс Шемид, остров Врангеля. Я хорошо знаю насчет этого пролива до Аляски. В свое время меня приглашали во Францию на выступление. И там огромное количество людей собралось в зале. Там же случайно оказалась чукотская делегация. И женщина с дочкой, эта женщина была чукчаночка, вышла замуж за француза. Вот. И они выступали, но как-то на их выступление никто внимания не обращал вообще. Во время перерыва я с ними поговорила. Я спросила, я сказала, что я жила на Чукотке. И у меня там в школе был знакомый, и Тыгырган, и Тымплин. Они ходили сюда вместе, и Тыгырган, и Тымплин. Я говорила, вот этот Тыгырган по возрасту примерно подходит, вы в курсе? Он там жив. И да, говорят, его выбрали в Госдуму депутатом. Это Тыгыргана. Но он был высокий, нос был горбатый, совершенно не был похож на Чукчу. Видимо, был смесь, потому что там было много военнослужащих солдат, и, наверное, ну, сказать, незаконно рожденный. Вот. Короче говоря, я была очень рада, узнав, что он оказался сейчас депутатом Госдумы. Я обратилась к ним, я, во-первых, выступила, сказала, что я хорошо знаю, что из себя представляет Чукотка, как трудно живется чукотскому народу. Раньше была навигация, ходили корабли от Петербурга до самого Мессершмитта и города Анадыря, а сейчас это все закрыто, народ бедствует. Даже раньше у нас был военный гарнизон, там сейчас ветер хлопает ставнями окон, и даже эти ставни и двери чукчи выломали для того, чтобы отапливать свои эти дома, потому что уголь не привозят, кто раньше привозили. Я сказала, что чукотский народ мог бы заявить о том, что он независим, взять пример с Чеченской Республики 4, заявить о своей независимости и попросить, чтобы Америка
присоединила Чукотку к Аляске. Там рядом всего лишь пролив. Да, 40 километров. Да, если Москва не обращает внимания на жизнь чеченского народа, и тогда это можно заявить, это будет угроза, это можно сделать Атюрга. Сказала, что я сейчас ему напишу записку, и чтобы они ее передали ему. Потому что они сказали, что они с ним общались. Вот. Потом я сказала по-чукотски фразу, которую единственное я запомнила, потому что я когда заканчивала школу в Анадыре, и там в этом интернате много было чукчи, которые мне писали на чукотском языке записки. Я тебя люблю. Я вот сказала, передайте чеченскому народу единственное 3 слова, которые я помнила. Гынат, гыт, льгут, гыт. И когда, это же было во Франции, французы спросили у этих чукчаночек, что я сказала, а они были так поражены. Они говорят, она сказала на чукотском, я вас люблю. И потом они меня поблагодарили и запели такую красивую песню на чукотском языке, которую, оказывается, посвятили мне, пели вдвоем. Я просто была очень растрогана этой песней и написала записку Тахыргану и передала. Вот это то, что касается Чукотки. Но оказывается, вот это мое выступление, потом спустя 2 недели, когда я вернулась из Франции, я узнала, что, видимо, там были из Москвы много разведчиков, которые передали мои слова, и там тут же обратили внимание на Чукотку. По телевизору начали показывать песню «Везу тебя в тундру», начал петь эту песню, этот певец раньше пел ее. Мы помчимся навстречу утренней заре, там такие слова были. И вот тогда этот миллионер, вот забыла фамилию, кремлевский, который в деньги передал эту песню. Короче говоря, его сделали губернатором Чукотки, и он поднял Чукотку более-менее. Просто, оказывается, наши слова не падают в воду, как чем наше слово отзовется. Оказывается, они подают хорошие идеи, люди их воспринимают, слушают, и изменяется жизнь целого народа. А теперь я хочу перейти к тому, о чем говорил Ахят Идигов. Я хочу сказать, что кремлевская власть всегда была накопителем. И не только правопреемница, они взяли на себя право правопреемника после СССР, но к ним же перешло и золото партии. Золото партии, о котором никто не вспоминает сейчас. Но, тем не менее, сколько лет сразу после революции стали вносить членские взносы, наверное, 70 или 78 лет. Коммунисты платили членские взносы, даже комсомольцы платили эти взносы. И не зря говорят золото партии, это значит, это золото. Его было очень много, но никто за него отчет не дал, куда оно ушло, непонятно, потому что действительно Москва взяла на себя право преемственности и стали платить пенсии тем, которые военным служащим, которые раньше работали в бывшем СССР, например, даже в Литве наш знакомый стал получать пенсию. Но они же торговали нефтью и сами заработали миллиарды, поэтому было с чего платить эти пенсии. А куда делось это золото? Я что-то слышала на эту тему о том, что это золото было перевезено в Америку, когда им стали задавать вопросы. Но если еще учесть то, что Америка ставит президентов, и говорят, чтобы выбрать президента, нужно как бы прислушаться к мнению Америки. И это вполне возможно, потому что я вспоминаю то, о чем рассказывал Свят Гамсахурдин. Он
рассказывал, это у него есть в его статье. Только животные не имеют национальности. И вот в этой статье он рассказывает о том, что когда его грузинский народ выбрал президентом, к нему обратились представители, он их называет темной силой. И он должен был действовать по их указке. То есть издать законы, которые были несовместимы с его честью и с порядочностью. Он отказался им подчиняться, они сказали «заменим». И тогда в Грузии был устроен переворот. Понимаете? То есть он отказался им подчиняться, в Грузии был переворот. Те, кого народ выбирает, президент, народ единый с президентом, им не нужен. Потому что этот народ обладает большим потенциалом, точно так же, как в Чеченской республике Ичкерия. Джихар Дудаев и чеченский народ были едины. Поэтому смогли победить огромную Российскую империю в 1996 году. Ну вот такие президенты мне нужны. А что касается того, что куда они еще эти деньги, у них идут вот эти миллиарды путинские и так далее, они покупают людей на Западе. Возможно, и в Америке кого-то купили. Все, кто имеет власть на самом верху. Точно так же, как купили в свое время этого, фамилия Шольц, кажется, канцлер Германии, канцлер Германии, Шрёдер. Начали там во главе там нефтегазовыдобывающих. Ну, в общем, да, чуть ли не все России. И, по-моему, ему даже оклад был $1 миллион в месяц. То есть они нисколько не стесняются. Нисколько не стесняясь, покупают людей за деньги. Как всегда покупали и покупают до сих пор. Поэтому нечего удивляться тому, что сейчас вот в Америке то же самое происходит, я думаю, с Украиной. Поэтому они вроде и делают добрые шаги, но как будто чего-то опасаются. И мне кажется, что они связаны с российским Кремлем гораздо теснее, чем мы думаем. К сожалению, это так. Спасибо. Спасибо, Алла. Вы закончили? Все, выключили. Да, спасибо. И, друзья, если сейчас нас около 900 человек смотрит, пожалуйста, распространяйте ссылку на наш стрим и ставьте лайки, пишите комментарии. И если есть у вас вопрос по теме, сегодняшней теме, Аят Дедигов, сопредседатель президиума правительства, Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева, Усман Баматгириев, Иса Ахмадов и другие наши представители чеченского народа смогут ответить на ваши вопросы. Если... Так, понятно. Этот вопрос не нам нужно адресовать. Если есть вопросы, друзья, пишите. 1100 человек нас уже смотрят. Мы почти час в эфире. Пожалуйста, пишите комментарии или же заходите в Телеграм и непосредственно принимайте участие. Все, кто сейчас в Телеграме, кто нас слушает, вы можете поднять руку, и я вам предоставлю возможность высказаться. Пожалуйста, давайте. Демократия в действии, как говорится, чеченская демократия в действии. Вы можете напрямую обращаться к чеченской власти, задавать вопросы. Если нет вопросов, я еще скажу. Да, пожалуйста, Аят. Нету пока вопросов. Но Алла Дудаева, она тоже сопредседатель президиума, чтобы знали, да. Как и я. Но по поводу того, что вот говорили про Дальний Восток, Чукотка, все это, конечно, составляющая всего этого вопроса, который мы здесь обсуждаем. Но нам нужно сейчас думать о том, как там действовать. Вот такая ситуация складывается, как говорят и в Украине, как говорят разные стороны под баррикад, которые есть и в Америке, и на Западе, и русские. По-разному это складывается. Какова вот наша должна быть позиция, и что происходит в нашем, скажем, царстве, я имею в виду кавычки, царстве, я имею в виду тех людей, которые себя преподносят здесь
представители нашего государства, нашего народа, ведут многие годы здесь, и там в самой России тоже ведут разные действия, называя себя представителями власти чеченского народа. На самом деле такой власти 91 года нет ни одного после того, как ушел из жизни, скажем, последний наш президент после 2007 года. Потому что с этого момента, значит, произошли разные моменты по попыток захвата государственной власти. И этому, конечно, эти планы разрабатывали и помогали в этом деле с учетом тех марионеток или агентов влияния чеченских. Россия, Кремль, они же в этом деле, как говорится, давно поднаторели. Они это делают не только, скажем, у нас, они это делают и с черкесами, они делают это с татарами, они делают это и с якутами, тувинцами, со всеми там. Они раздробляют или как раздробили эти народы. Один народ они дробят на несколько народов. Понимаете? Вот, допустим, вы черкесы, а там они туда входят там кабардинцы, балкарцы, адыгеи, другие. Может, я где-то и ошибся, которые здесь, но, по крайней мере, они дробят их, и они, а те считают себя единым народом, а потом с годами вот так вот получается и стравливают внутри. И это тоже идет. Сейчас идет вот такое вот дробление, и у нас вот мы знаем, что чеченский народ это был единый народ, вот несколько там сотен лет назад, 200 лет, 150 лет, а сейчас у нас появились и чеченцы, и ингуши, и там сейчас и другие хотят раздробиться разные тоже. И это все работа тоже Кремля. Это Кремля, им дают задания разным людям из нашего, так скажем, народа, который является их агентом влияния. И они эту работу ведут. И потихоньку их люди начинают активно выступать, защищать какую-то часть населения этого общего народа. Да? А эти народы не могут объединиться и делать какую-то для себя, значит, основу, и чтобы собраться и воевать. Вот против России могла Чечения, Чечено-Ингушская республика, чеченцы смогли вот восстать против этой империи и победили, и создали свое государство. Это, конечно, заслуга самого нашего народа, а все остальные пока что ничего не показывают, не показали ни разу. Только они где-то с трибун каких-то европейских или этих там глупо там обвиняет наш народ в том, что мы там такие-сякие чеченцы. Там, или говорят, что это. Нельзя весь народ обвинять друг друга. И я не обвиняю, и не могу обвинить и другие народы, соседние, которые есть у нас и в Дагестане, и в Ингушетии, и черкесы, конечно, это. Но они раздроблены настолько, что они не знают и не верят в то, что они что-то могут сделать сами, они не верят. А объединиться им не дают какие-то вот эти агенты, которые есть под пятой, конечно, направляют и действуют, и они отрабатывают ту задачу, которую перед ним ставит, скажем, Кремль. Вот и в такой вот ситуации сейчас у нас здесь крутятся на Западе разные деятели, которые вот таким образом, они все делают так, чтобы только вот не было восстановлено то, что было, значит, принято решение нашим народом о создании нашей республики, и которая воевала, и четырежды наш народ изгонял этих оккупантов. Потом уже, представьте себе, у нас никто нам не помогал, и мы вынуждены были уйти в подполье. Сейчас мы этот вопрос хотим поднять и в других странах. Украина вот признала наше государство как оккупированную территорию и геноцид нашего народа. Нам нужно над этим работать здесь и показывать всему остальному миру, что если мы что мы есть такие, что мы не должны там прогибаться перед этими разными самозванцами, которые себя так или иначе
называют какими-то деятелями, какие-то чины себе придумывают или какие-то должности. Но чтобы они не придумали, в этом мире достаточно этих чиновников и разных профессоров и докторов. Но мы знаем, как они действуют. Всегда они работают в пользу кого? В пользу власти. Попробуй они не работу в пользу, они все чины потеряют. Это же нам известно. Вот Да. так это говорил литовский, вернее, эстонский этот министр МВД заявил, что он предлагает Российскую православную церковь объявить террористической организацией. Очень правильное, значит, предложение, потому что именно эта организация и является террористической организацией. Так, значит, они и освещали, и все эти войны сейчас освещают войну против Украины, они освещали войну против нашей республики, они освещали, как они ходили, танки, там воду брали, брызгали, что-то делали, и вот как-то это, мол, осветили, и можно это, мол, освещено свыше. Поэтому нам нужно думать, что мы могли. Нам нужно на Западе здесь объединить наши усилия. Этих людей, которые вот этими делами занимаются, нам вот задают вопрос, почему вот вы там не делаете, не обвиняете их. Да, мы их обвиняем, мы говорим, что это люди-самозванцы, что они работают на Москву, документы есть, их решения есть, мы это видим. Но теперь они там поднимают разного рода там вопросы, там и марионетки, и другие, они заявляют, вот, я вот кому-то, вот несколько человек мне прислали, разослал этот ролик, в котором эти деятели начинают утверждать, что, оказывается, Жагар Дудаев, он был, его никто не уважал, он был никакой там, и против него были те-то, те-то. Надо только тем, кто хочет это сказать, надо открыть любой этот, скажем, видеоролик и посмотреть. Огромная площадь, чуть ли не знаю, там около сотни тысяч человек, все стояли, поддерживают везде, где бы он ни появлялся. И когда появляются какие-то люди из нашей войны, они берут где-то из контекста, вырывают и какие-то вещи хотят говорят. Жагар Дудаев был лидер чеченского народа, и его воспринимал народ как своего лидера и как политического деятеля, который мог дать оценку, мог воодушевить свой народ. И не было тех вот разных вот этих дел, о которых там пытаются нам навязать, сказать остальным народам, что вот там против него был тот, потом был тот, они хотели его снять. Да, это было, да, это бывало не только у нас, это везде и всюду бывает, потому что некоторые деятели, которые вот так раздроблены были, и они когда внесли своими вот эти действиями, Кремль там что-то сотворит, а потом это воспринимает как неуважение к лидеру чеченского народа. Это неправда. Любой пункт, который они там выставляют, какие-то документы выставляют, которые не имеют никакой основы, или какие-то там записки, или что-то это говорят, это не имеет никакой основы. На самом деле Жагар был очень любим нашим народом и воспринимаем, и до сих пор его называют детей, улицы там. И даже когда был недавно вот какой-то матч там в Чечне, и там начали кричать «Ура! Ура! Ура!», и начали кричать «Жохар! Жохар! Жохар!». О чем это говорит? Даже сейчас в оккупированной Чечне они это говорят. И этим людям надо думать, о чем они говорят. Мы должны четко и ясно понимать, что у нас есть решение нашего народа, которое по праву, значит, по праву, по естественному праву, по праву международному мы создали свое государство, и это государство хотят сегодня ликвидировать его основную базу. И эти люди, которые находятся здесь сейчас, себя позиционируют разными деятелями и отказываются, и здесь проводят пропаганду о том, что наш президиум, который является людьми, который состоит из людей, избран нашим народом,
что это, мол, недействительно, и хотят, значит, на их уровень, от их уровня, от этого нашего народа где-то выступать и говорить, мы предупреждаем и говорим, что если это будет сделано, мы, конечно, делаем специально заявление по этому поводу, хотя мы и делали. Самозванцы, они могут быть только на уровне каких-то общественных организаций. И эти общественные организации, они не наши. Если они будут наши или чеченского народа, Чеченской республики, они должны поддерживать честную, правдивую, обоснованную борьбу нашего народа на основе нашей, значит, декларации общенационального съезда и нашей конституции. Кто их не поддерживает, кто против этого, это является противник нашего государства. Они работают на Кремль. И мы это должны вот себе определение давать в этом направлении. И вот эти разговоры о том, что там было то не буду сейчас пересказывать, это все ложь. Это неправда. Это неправда. Вот что я хотел сказать. Баркалая, я полностью с собой согласен. Речь шла о Ахмеде Закаеве и его правительстве. Добавлю просто от себя. Аят, как раз вот про Закаева здесь вопрос был, который я не хотел задавать, Да. но человек говорит, что это вопрос тебе, поэтому я его зачитаю. Если Запад не хочет развала России, кого пугает русский легион и Закаев? Почему с территории Украины? Никого не пугает. Они, значит, этим самым делают под Путина, объединяют всю российскую, скажем, массу, которая сегодня под пропагандой телевизионной другой находится. И что вот у нас единственный один Путин, и только он нас спасет. Вот что они этим делают. Они ничего не могут сделать, но давайте, да, идите, посмотрим, что они сделают. Потому что их не поддержит никто, и сейчас не поддерживает. Но с другой стороны, я почему говорю сомнительно? Потому что некоторые из этих людей, которых мы знаем, которые они свой, как говорится, круг берут из наших людей, да, эти люди всегда работали против нас, против нашего государства и работали в пользу Кремля. И поэтому я в это не верю, примерно. И они заблуждаются, если они искренние. А почему Тоже Украина позволяет со своей территории? но Украина тоже, видимо, в этом вопросе еще не разобралась, и мне это непонятно. Мы этот вопрос ставили не раз. Мы это ставили. Значит, легитимная власть им, которая есть, они ее считают, пока что ничего не говорят, молчат. Признание, которое мы предлагали им, они сделали, приняли в этой своей Раде Верховной. Так, и дальше вопрос не идет. Но я надеюсь, что все будет, как говорится, придут изменения. И сейчас у них главные вот эти вопросы, которые мы поднимали с вами, на уровне того, что идет противостояние, как бы внизу там дерутся, так, а наверху вот эти две гидры пытаются вот так вот столкнуться, знаете, вот две гидры. А внизу там пока дерутся. Вот они там на это обращают поскольку, насколько вот такая вот раскладка вот идет, знаете. При этом, если это все произойдет, мы должны понимать, что для нас самое важное сохранить легитимную базу нашего государства и не позволять ни на Западе, нигде нашим, скажем так, в кавычках, нашим, этими вопросами заниматься. И прямо их критиковать. Мы их разоблачили полностью по всем статьям, а не молчать, как мыши. Ничего не говорят, на эти вопросы не отвечают и занимаются только тем, что говорят, мы вроде бы они ничего не слышали. И другие тоже вот, их люди, которые им помогают. Ну, вот такая ситуация, насколько я понимаю. Баркал. Зубайр, я надеюсь, ты получил исчерпывающий ответ. Наш очередной Ян Маназон, наш еврейский подписчик, задает вопрос вам, Аят. Аят, есть вопрос, в какой мусульманской стране есть настоящая демократия? Нет, Никакой. В Турции нет. Это есть относительно того, что настоящая демократия, это значит в первую очередь, чтобы
скажем, это народ избирает власть. В Турции это можно приблизительно сказать, потому что Турция это есть, Турция избирательная, так? Но в то же время там очень большая, значит, вот эта масса, значит, движений или движений, которые на религиозной основе стремится к религиозной основе перехватить власть. Это есть, так? Но вот оно и есть, власть Турции, она наиболее, так сказать, близка, скажем, тем параметрам, к которым мы должны идти. И если бы они были бы, так скажем, они могли бы признать нас. Вот я несколько раз бывал в Турции, и даже я был вместе с Жахаром Дудаем, мы туда летали. Они как-то себя вели, вот тоже они свои интересы у них возобладали, ну, больше, чем наши вопросы, они только так вот постольку поскольку рассматривали, так, и не помогали нам. Вот такая ситуация была. Так я считаю, что настоящая демократия, и вообще-то настоящая демократия это не постоянная такая, да, это развивающаяся такая со временем. Я думаю, что она будет развиваться. Это просто условия, в которых вот власть принадлежит народу, в первую очередь, народу и личности. Если это в Турции до конца, я не уверен, поэтому я так говорю. Не только там в мусульманской стране, и даже в самом Израиле тоже есть огрехи. Тоже есть вот диктаторские замашки. Везде, во всех этих диктаторских странах это есть, потому что в той или иной мере это есть. Так? Поэтому диктатура, вообще-то сама, скажем, демократия, это что? Это значит, действие должно сопрягаться всеобщей декларацией прав человека. Всеобщая декларация прав человека лежит на основе свободы личности. Какой бы он ни был, там, нации, народа, расы, свобода личности. И свобода личности – это, значит, свобода получения информации, экономической, социальной помощи, свобода от политического преследования и свобода полная, значит, в том смысле, что они могут действовать. Но здесь дело в том, что социальная такая вот, почему я говорю, вот, допустим, в Турции наши люди были, так? И если бы они там вот появились, и они получили там гражданство, как на Западе здесь, да? Здесь тоже она есть, но не до конца. Вот здесь, допустим, социальная ситуация, да? Социальная ситуация, здесь социальная свобода, допустим. Значит, тебе дают жилье, ну, при определенных условиях, там, поэтапно, так? И тебе дают помощь, чтобы ты мог жить минимально. Да, и для любого человека, гражданин, дают, так? И ты уже после этого можешь уже иметь возможность тебе кушать есть, спать где есть, ночлежка есть, политически не преследуют. Ты можешь заняться экономикой, брать какие-то там суды, какие-то проекты и начинать действовать. То есть какую-то часть, долю власти, значит, страна отдает народу, чтобы они занимались этими вопросами. И вот на Западе это есть, но все равно в таких каких-то там жестких ситуациях они где-то вот проявляются не до конца, как я вижу, потому что бюрократия здесь сильная, очень сильная бюрократия, очень сильна. Поэтому говорить ближе всего, конечно, Турция, я согласен с этим. Честный ответ, говорит вам Ян Моназон. Надеюсь, тогда Ичкерия будет первой. Надеюсь. Говорит. Надеюсь. Да, я Она будет первая, потому что Ян Амазона. Почему? Потому что наши предки веками жили вот при какой власти. От каждого общества теперь мы делим от каждого 1000 человек один выборщик. Он избирал свой так называемый Меркел, это парламент. И на этом парламенте решались все вопросы. Во все века. У нас никогда не было ни рабов, мы нигде никогда, ни князей, ничего. Некоторые, кто хвастаются,
вот мы там князья были, мы такие были. Они хвастаются, что они и рабами были, понимаете? У нас не было ни рабов, поэтому для нас это наиболее приемлемо. И об этом часто говорит вот Алла Дудай, она часто говорит про эти вопросы. Это в перспективе. Но сейчас вот такая ситуация. Спасибо. Баркалая. Можно добавить? Да, конечно, Можно Алла. добавить? Конечно, пожалуйста. Я Алла несколько Дудаева. лет жила в Турции, несколько лет, и беседовала с женой дипломата, депутата турецкого, очень много. Ну, в общем, в Турции очень хорошие дипломаты, и они вынуждены были дружить и с Россией, и с Америкой. С Россией, потому что экономически были очень связаны, зависимы от России. Потому что именно в России был, как вы помните, дефолт, и в России не хватало товаров. Именно Турция начала торговать с Россией, именно Турция выручила Россию в свое время от недостатка продовольствия и особенно промышленных товаров. И я помню, как в Первую русско-чеченскую войну именно турецкие торговцы собрали $1 миллион и отправили их в знак благодарности за то, что их торговля развилась за счет торговли с Россией. И меня приглашали в 2007 году. Меня приглашали вот на съезд турецких бизнесменов. И там один из них выступал и сказал, что раньше Турция была в странах третьего мира, занимала место. Но за счет торговли с Россией они перешли в страны второго мира, потому что $1 миллион, которые получила Турция, были получены за счет торговли с Россией. А Америка всегда требовала демократии от Турции, соблюдения демократических принципов. И тоже вот эти турецкие дипломаты, они, кстати, подсказывают много женщинам турецким. В Турции создана объединенная женская партия. И там у них знак полумесяца роза. И, значит, эти женщины, у них раз в месяц собирают собрание, на котором они занимаются политикой, к ним приезжает правительство, человек, который разъясняет вопросы современной политики, и они довольно хорошо разбираются в ней. И вот на претензии Америки к тому, почему турецкие женщины носят платки, то есть закрывают волосы, как полагается по-мусульмански, эти женщины очень умно ответили. Они сказали, что они соблюдают демократию, свободу личности, то есть право носить платок или не носить платок решает сама женщина. Никто ее не заставляет. Ну вот, я думаю, такой дипломатии, наверное, даже нужно поучиться, потому что мы живем в мире, где соседствуют страны рядом, и диктаторские, и демократические страны, все возможное. И нам нужно еще, чтобы у нас появились такие чеченские дипломаты, которые могли бы много выручать Чеченскую республику Ичкерию во время трудных моментов, которые еще нам предстоят. Вот такие дела. Ну ладно, всего хорошего. Спасибо за внимание. Спасибо, Алла, спасибо. Совершенно верно, да. Нам много чего еще предстоит сделать, и направление должно быть, на мой взгляд, на цивилизацию, на Запад. Если есть, друзья, вопросы, задавайте вопросы. Тут один россиянин задает вопрос. Вчера буквально смотрел Веллер, есть такой российский писатель, и он у Гарри Табаха вместе с Марией Максаковой, у них там было интервью, и Веллер говорит, что ему задали вопрос, а есть ли Бог?
И он говорит, вокруг этого он развил, говорит, что если я скажу, что он есть, человек поверит, что он есть. Такой уполномочил. Приблизительно тот вопрос, я россиянин, говорит тот человек. Ну, не такой, конечно, вопрос, но я вспомнил этот вопрос. Я россиянин, говорит, и я не хочу такую власть, что делать в таком случае? Как гражданин Ичкерии, Аят, скажи ему, что делать? А вопрос в чем? Он, что делать, что делать? Он не хочет эту власть, и что делать в таком случае? Я живу в России, но я не хочу такую власть. Что делать в таком случае? Но это может быть Аят было. Ну, если он не пожалуйста, хочет тебя. эту власть, он не хочет российскую власть, я так понимаю, да? Да, Ну, российскую. я он имеет. тоже не хочу российскую власть. Мы все не хотим такую власть. Значит, надо делать то, чтобы в окружении себя, кто есть люди, кто с этим не согласны, с ними, значит, объединяться. Но не впускать туда каких-нибудь этих водолазов, которые завтра вас сдадут. Значит, готовиться потихоньку, значит, готовиться вот это все, какой-то момент наступит, когда, чтобы вы могли встать и сказать, такая власть меня не устраивает. И почему? Потому что эта власть не народа. Потому что это не народ избирает власть. Они говорят, что это народ избирает. Нет, это не народ. Народ одурманен, как мы знаем, и они вот это вот себя выставляют за власть, а эти сидят и думают, что он все решит. Ну, если вот придет вот эта ситуация, которую вот я рассказывал, одна так, это то, что я говорил, не надо воспринимать, что это конкретно будет так. Я просто говорю, что есть и такие варианты, и такие варианты, и такие варианты. И Запад, допустим, западные страны пытаются уже отделиться чуть ли не от Америки в военном плане, создать свою единую армию. Вы знаете, даже послать туда хотят они этих свои войска, вот французы заявили, так? Но почему-то говорят, что Зеленский заявил, не надо посылать ваши военные. Почему-то он заявил. Но ему виднее, так? Но здесь они готовятся и собирают какую-то большую сумму под 60, кажется, миллиардов долларов для Украины собирается дать. То есть они хотят вот здесь вот на Западе как бы закрепиться. Если они будут закрепляться, в этом плане мы с Грузией, нашей близким соседом, другом, и которая нас признала взаимно, мы должны вместе с ними вот эту идею Кавказского дома там продвигать и стремиться, чтобы мы были именно в этом, скажем, сообществе стран. Вот это, что мы должны делать. А так, конечно, не хочу, так не надо почему-то. Я не хочу, и я не хочу, и другой не хочет. И там много людей, которые этого не хотят в России. А если говорите, есть ли Бог или нет, Бога никто не видел, но мы видим всюду признаки Его наличия. Мы видим Его чудеса, мы видим то, что люди активно, которые верят чисто в Бога, это порядочные люди. А те, которые используют религию в своих целях экономических или материальных, или каких-то политических, это уже не вера в Бога. Поэтому здесь тоже надо делать какие-то ну, поправки, кажется, в этом вопросе. Мне так кажется. Баркалая, Дейрейсу. Нас смотрят больше 100 человек. Друзья, пишите комментарии, я зачитаю ваш комментарий в чате Аяду Идигову или Алле Дудаевой, нашим сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Также вы можете зайти в телеграм-канал и там непосредственно сами задать вопрос. Ну, с Грей здесь комментирует, он как бы это не вопрос, но тоже зачитаю, что это за демократия, если один какой-то спикер в США решает дать помощь Украине или нет, не понимаю. Говорит с Грей. Это не он решает. Дело в том, что в его лице есть группа, значит, политиков и депутатов,
которые его назначили, так, вместе с демократами. Теперь вопрос стоит, если если он не он имеет право по закону этот вопрос поставить на голосование. Консерваторы говорят, если ты поставишь, ты должен поставить, или ты не наш. И они могут проголосовать против него, чтобы снять его. С другой стороны, демократы говорят, если ты не поставишь, мы поставим вопрос о том снятии, и ты будешь снят. И демократы, консерваторы вместе его поставили. Ему нужно, и вот он не знает, куда двинуться, вот такая у него ситуация. Вот насколько я это понимаю. Вот он находится, как говорится, сидит на одном стуле с двумя ножками, которые, четырьмя ножками разных сторон, которые поддерживаются с двух сторон разного направления. Вот в чем дело там. В общем, вот такая ситуация. Баркалает. Друзья. Мы уже 1,5 часа в эфире. Да. Больше 1000 человек нас смотрит. И если хочешь, продолжим, можем закончить. Так, сейчас Борз Латвия поднимает руку. Давайте дадим слово Борз Латвия. Давай. И пока. Борз, включи свой микрофон, пожалуйста, и можешь говорить. Аят, ассаламу алейкум. У вас самый трезвый взгляд на ситуацию. Но я хотел задать вопрос. С вашим мнением я согласен, но хочу задать вам вопрос. Возможно ли встреча Аяда и Закаева для решения вопроса двоевластия Ичкерии? Вот ты уже сам ответил, двоевластие. Мы должны вначале определиться, есть ли двоевластие или нет. В чем мы видим двоевластие? Мы видим власть, это только та власть, которая была, избрана на очередных выборах в 1997 году. И те люди, которые были назначены парламентом и последним президентом. В это число Закаев не входит. А раз не входит, и его окружение тем тоже не входит. Они в 2007 году еще при действующем президенте и правительстве выступили и заявили, что президент, что он, преступник, он сдал наше государство за $500 миллиарда. И назначили себя незаконно, объявили себя при действующем президенте и нашем правительстве, объявили себя председатель кабинета министров, председатель парламента, вот эти несколько человек. Это их работа. Это было, с нашей точки зрения, это тягчайшее преступление. И если мы будем говорить, что мы с ними объединимся, то мы, легитимно избранные люди, мы становимся такие же, как и эта команда закаевская, и что мы становимся в плоскость поддержки Кремля. Мы на это идти не можем. Если они откажутся от своих действий и признают свои ошибки, то они могут перейти в конституционное поле. Мы им это сказали. Пожалуйста, откажите от своих этих нарушений, признайте свои ошибки, и тогда они могут действовать в рамках Конституции нашей. Они этим делом не собираются заняться, сколько раз с ними не было. Они на основе нашей Конституции ничего не хотят делать. А вы знаете, что в 2017 году утверждает, что когда он, персона, о которой вы говорите, что он, заявил, что президент преступник, все такое, никаких документов не было, он от себя это заявил, мол, что он это сделал. Ну а где документы, где подтверждение? Этого не было. И потом, после этого, он обвинил его в том, что он на религиозной основе, что он против ислама и все такое, против религиозной деятельности выступает, под которой, мол, якобы делает президент. Теперь по прошествии 10 лет они приняли решение о том, что у себя приняли решение, что они теперь действуют в той же религиозной основе, теперь те, которые тогда говорили. И они заявили, что мы действуем в соответствии с Кораном и Сунной.
То есть они туда кидаются, сюда кидаются, все у них там, то у них, как это, Горская республика, то Союз Кавказских народов, то еще что-нибудь. Но они приняли в 2001, 2002 году, в 2003 году, принимали массу документов, которые они принимали, из которых говорит, что они поддерживают Кремль. А как мы можем с ними объединиться? Мы можем принять их признание, что они ошиблись, и они должны признать свою ошибку. Мы не можем, если бы, допустим, это было бы лично мне, там, допустим, он нанес какое-то оскорбление или какие-то недовольства, я мог бы его простить лично. Но когда это идет речь о решении нашего народа, о том, что вот так было создано государство, а он заявляет в 1996 году, потом в 1995 году, потом еще дальше перечислить не буду, дальше заявляет, что мы являемся частью России. Документы и выступления в этом эфире, пожалуйста, сколько угодно. Как мы можем с ним объединиться тогда? Это невозможно. Возможно только встать на путь решения, то, которое принял наш народ. На том пути мы можем держаться и на нем стоять, и объединиться вокруг этого. И все наши люди, которые на Западе или где-то в мире, должны понимать, что в этой ситуации, которая складывается в этом мире, есть только этот ход для нас. Тот, который дает нам возможность держать ту линию, которую избрал наш народ. А это наше естественное право, это право, соответственно, международному праву создано наше государство. С этого линии отойти мы не имеем права. Будет ли это кто угодно, или этот Закаев, или другой, или третий, кто бы не был, с этой линии мы уйти не имеем права. Уйдем мы становимся такими, как они. Мы им об этом говорим, а они нисколько не слушают и работают как внутренняя часть России. Они изнутри России вместе, скажем, с этими татарами, калмыками или другими там подписывают заявление «Развалим Россию изнутри». Наше дело не изнутри Россию развалить, а наше дело освободить нашу территорию. Про нее они там, вот сколько они там говорили, какие только они не придумывали документы или решения принимали о том, что мы создаем такой-то, такой протекторат, они даже придумали, и это придумали. Потом везде они прыгают. На них ориентироваться мы не можем, и с ними разговаривать они как делают? Они где-то тебя вот там наши эти, как его, бойцы, которые в Украине, которые там были, где-то там собрали людей, они, подбегая к нему, там его обнимают, давай, обнимись, давай, те фотографируют, и теперь, говорят, это мои друзья. А те не знают, что делать. Здесь надо очень четко, ясно понимать, что бы они ни делали, как бы ни были, эти команды, которые вышли из этой линии, отошли от линии, они не могут, если мы говорим о нашем государстве, в этом ключе их вопрос рассматривать мы не можем. Мы должны все стремиться туда, иначе это будет конец, собственно говоря, той основе и направлению нашему. Они что только не говорят, посмотрите. Одни говорят, что мы сейчас придем и там референдум о статусе проведем, другие говорят, что мы незаконно, мы это не требуем, чтобы наше государство кто-то признал независимым государством. Другие говорят, что вот мы ошиблись, мы не должны были Россию спросить. А почему мы должны Россию спрашивать, если мы в Россию эту и не входили никогда? В эту Россию мы никогда не входили. Это новое государство с новой границей, и мы в нее не входили, чтобы вы знали. И раз мы туда не входили, почему должны мы оттуда, выходить? Вот эти вещи они говорят. То есть люди должны понимать, о чем идет речь. Баркала. Баркалая, знаешь, мне вот этот вопрос каждый раз, который тебе задают, объединение с Закаевым, он напоминает на такую ситуацию, если бы Джохару Дудаеву предлагали объединиться с Автурханов такой был, Умар, по-моему, его звали,
Турханов. Приблизительно вот из той же старой советской номенклатуры Закаев представляет этих людей, вокруг себя он собрал в таких же, абсолютно меняет всегда направление, и даже слово «Ичкерия» использует очень-очень редко, потому что оно как бельмо в глазу у всех. Баркалая, я думаю, можно на этом наш стрим закончить сегодняшний. Да, если нет вопросов. Да, и вопросов не вижу. Да, Муса. Да, пожалуйста, Муса. Это, в общем, с тех пор, когда уж еще 90-го года, когда еще Жахар Аллах говорил, что он КГБшник и так далее, я уеду, он уехал и на Таганке работал в 91 году. Так что он в составе России, в общем, находился с тех пор. Да? Потом, когда Жахар, когда был президентом, там некоторые наши члены, в общем, рекомендовали Закаева, и он стал министром культуры. Это 94 год. Я все, каждую позицию знаю. И когда я уж на войну уходил, а Закаев пришел. Я с Министерства культуры выходил на фронт, А он пришел и говорит: обнял меня, в общем, мы сейчас такую культуру устроим, в общем, и так далее. Я говорю, война начинается, я ухожу на фронт. Он говорит: нет, я буду в культуре, в общем, мы вместе всю культуру поднимем. Вот такой был. Он с тех пор еще, в общем, он российский человек. Ну, я думаю, что о нем много говорить сейчас в этом вопросе не надо. У нас, и они сами сделали очень много документов и действий, из которых говорят, что они работают на Кремль. А мы это знаем, что он работает. Если работает, значит, признай свои ошибки, вернись в конституционное поле и давайте посмотрим вместе решать эти вопросы, которые необходимо работать для... Там, в общем, их дело, это они ответственны за это. Они ответственны за это. Потому что они все принимаемые документы, все решения в пользу Кремля, это агрессора, который захватил нашу территорию. Вот что. И в соответствии с той конституцией, которую в 1993 году незаконно принял Ельцин, куда вписал нашу республику как часть России. Вот что они делают. Поэтому с ними как объединиться? Вот я отвечаю этому еще раз из Латвии. Да, вот такая ситуация. Мы готовы, мы готовы к чему? Но они должны признать свои ошибки. Что они вот это, а то, что они делают, мы хорошо знаем. Это все. Да, в 96 году, когда еще Лебедь приехал, в общем, когда переговоры шли, в общем, тогда он на улице стоял с молодыми ребятами, говорит: нам эта независимость не нужна, мы хотим просто войну закончить, и все, вот говорил он. Да, было. Есть видео, есть в Ютубе такое. Ясно. Есть, друзья, есть еще вопросы, комментарии. Пожалуйста, сейчас нас смотрит около 1000 человек. Пожалуйста, задавайте вопросы. Если у вас нет вопросов и нет комментариев в Telegram, вы можете зайти непосредственно сами принять участие в дискуссии. То можно уже, наверное, заканчивать наш стрим, Аят. Да. Если нет, то, наверное, да. Хорошо, тогда Аят, мы уже больше Давайте. в эфире. Бахкал, спасибо всем, кто смотрел, поддерживал, всем, кто принимал участие в дискуссиях, кто слушал, писал комментарии. Всем вам огромное спасибо. Адикюаль Машойль. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Адикюаль. 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 Да.